со времен Волжской Булгарии торговля играла здесь огромную роль. Почему здесь играла роль торговли? Здесь несколько факторов мы можем выделить. Это прежде всего выгодное географическое положение. Все-таки Среднее Поволжье издавна являлось регионом, соединяющим север, юг, восток, запад. И главным фактором для успешного развития торговли здесь была Волга. Знаете ли вы, например, что Великий Волжский путь в X веке, как раз когда существует Волжская Булгария, когда формируется Волжская Булгария, Великий Волжский путь, который соединял Скандинавию со Средней Азией, был гораздо важнее, чем, например, гораздо более часто упоминаемый путь из Варяг в Греки. То, что соединял Скандинавию с Византией. Когда мы изучаем историю Древней Руси, то мы знаем, что путь из Варяг в Греки, через Скандинавию, через Киев, через Днепр и на юг в Византийскую империю, он часто упоминается. А для нашего региона, конечно, Великий Волжский путь. И, конечно, в те времена Волга, река, речные артерии, речные вот такие маршруты, они были гораздо более привлекательными. Прежде всего, потому что они были гораздо более безопасными, чем сухопутные торговые пути. По реке и двигаться безопаснее, и двигаться быстрее. И Волга, естественно, играла огромную роль. И она и впоследствии, естественно, сохраняла эту роль. Волга всегда являлась крупнейшей торговой артерией Восточной Европы. И поэтому, когда здесь возникают такие государства, как Волжская Булгария, когда потом здесь наступает период Золотой Орды, потом после распада Золотой Орды Казанское ханство, то, конечно же, Волга сохраняет свою эту роль. И, конечно, наш регион является таким посредническим регионом в организации торговых связей между различными частями Восточной Европы и Центральной Азии. Конечно же, когда мы говорим о торговле, мы еще не должны забывать, что, или поставить такой вопрос. Торговля показывает нам что, прежде всего? Наличие торговли, наличие активных внешнеторговых связей. Это показывает нам то, что государство достигает определенной степени экономической самостоятельности, экономического развития. Конечно, нищее государство, слабое государство не будет иметь активных торговых связей за границей, с другими странами. Это тоже очевидно. То есть, когда мы говорим о том, что у нас в регионе существует многовековая торговая традиция, это показатель того, что наш регион всегда был достаточно хорошо развит в экономическом отношении. Если мы говорим о Волжской Булгарии, государство достаточно развито. Это мы сегодня не говорим о Волжской Булгарии, но это для своего времени достаточно сильно развитое государство. В Золотой Орде торговля играла вообще очень важную роль. Это была мощная средневековая империя. Ну, Казанское ханство, конечно, не такой уровень был высокий, как, скажем, для своего времени Волжская Булгария. Но, тем не менее, Казань была достаточно важным торговым центром, в который приезжали многие купцы, в том числе из азиатских стран. Теперь, конечно, надо, вот когда я вот эти два вопроса поставил, почему татары привлекали внимание. То есть после завоевания Казанского ханства Иваном Грозным, конечно же, ситуация в политическом плане, в экономическом плане, в социальном плане кардинальным образом меняется. Но и государство российское, тем не менее, обращает очень большое внимание на торговлю, в том числе и на татарскую торговлю. Вот здесь играет роль тот фактор, что русское государство понимало, какую роль играли татары в торговле, какую роль играла торговля для татар. И оно не хотело из прагматических соображений нарушать эту устоявшуюся традицию. Здесь мы это тоже должны учитывать. Понимаете, вот это может быть парадокс, я об этом чуть подробнее еще буду ниже говорить. Русское государство было достаточно гибким, вело достаточно гибкую экономическую политику. Мы очень часто любим повторять, вот, давили, уничтожали и так далее. А вот в плане торговли, если мы возьмем, то русское государство имело очень прагматичную позицию. Конечно же, торговля – это очень выгодное занятие. Не только традиционное занятие, но и очень выгодное занятие, как оказалось. И еще один момент, о котором бы почти никогда не говорится у нас, но тем не менее мы его должны обязательно с вами учитывать. Когда речь идет о внешней торговле, вот вы представьте себе эту ситуацию. Люди, граждане одной страны, торгующие люди, они отправляются в другую страну. И они выполняют не только экономическую торговую функцию, они являются гражданами своей страны. Они несут информацию о своей стране в другую страну.
И они приносят информацию о другой стране себе обратно. В какой-то степени торговцев можно считать шпионами. И всегда так было, и всегда так будет. Понимаете, скажем, если наши граждане России, российского государства отправляются в Центральную Азию, другие страны, Китай, Индию, Иран, то они же не только сами себя представляют, они не только торгуют собственным товаром, приносят бесценную информацию. Хотят они того или не хотят они этого. Понимаете? Этот фактор мы очень часто забываем, не упоминаем. Тем не менее, торговцы, они выполняли и выполняют такую функцию всегда. И в прошлом, и сегодня. Правда, конечно, сегодня уже другие условия, другая ситуация, но тем не менее, особенно если мы возьмем 17-18, средневековый период, то, конечно же, эта функция существовала. Тем более, что для России интерес к Востоку всегда был большой. Интерес, геополитический интерес военный, политический, интерес продвижения своих территорий или расширения своих территорий в восточном направлении. Поэтому, конечно же, татарские торговцы, которым российское государство уделяло большое внимание, также эту функцию выполняют. И когда мы говорим о том, что татары в 17-18 веках активно занимаются торговлей, мы должны учитывать и те социальные процессы, которые происходили в татарском обществе. Дело в том, что здесь уже немножко мы можем уйти в другую сторону. Когда Казанское ханство было покорено Иваном Грозным, то определенная часть населения сохранила некоторые свои привилегии. И это категория служилых татар, наверное, вы знаете, слышали об этом, да? Категория служилых татар, они сохраняли некоторые свои привилегии, потому что выполняли довольно важные функции для государства. В военной сфере, в административной сфере, в сфере дипломатической. Вот. Но тем не менее, они оставались мусульманами, татарами, для государства они все равно представляли некий риск сепаратизма. Поэтому государство создавало условия, в которых этот класс или сословие служилых татар постепенно распадалось. В 17-18 веках категория служилых татар постепенно отрывалась от земли. Ну, это целая такая хитроумная ситуация, я об этом подробно говорить не буду, поверьте мне на слово, этот процесс был. И действительно, к началу 18 века сословие единое некогда, достаточно сильное и организованное сословие служилых татар постепенно распадается. И этот распад прежде всего проявляется в том, что служилые татары теряют очень большую часть своих земельных владений. Они отрываются от земли. Об этом можно отдельно долго рассказывать. Так вот, что они должны дальше делать, теряя свои земельные владения? И получается так, что определенная часть служилых татар начинает заниматься торговлей. Потому что торговля дает все-таки возможность сохранения своего экономического благосостояния. Потому что торговля, по крайней мере, со стороны официальной российской власти, пользуется поддержкой и приоритетным вниманием. И поэтому определенная часть служилых татар переходит в торговлю. Причем ведь это же сословие, которое имеет опыт военный, опыт дипломатический, опыт административный. Все-таки у них в крови вот это вот ощущение высшего сословия, понимаете? И служилые татары таким образом постепенно, частично, пока, конечно, не все, превращаются в торговцев. Вот эти моменты мы должны с вами очень ясно учитывать. Торговля приносила выгоду, российское государство не хотело ломать традиции, которые сложились в этом регионе издавна на протяжении веков, когда Казань и Среднее Поволжье являлось центром международной торговли. И российское государство прекрасно понимало, что кадры татар необходимо и возможно использовать в своих целях, в своих интересах. Причем учитывая, что сами татары будут прежде всего блюсти собственные интересы. Когда мы говорим о том, что как только Иван Грозный захватил Казань, в Казани была основана старо-татарская слобода, на территории которой мы сейчас с вами находимся. Как раз, да? Почему была основана старо-татарская слобода? Потому что русской власти необходимы были лояльные кадры, были необходимы люди, которые поддерживают эту власть, которые помогут ей закрепляться в новом регионе. И среди этих людей были и переводчики, и те, кто помогал в административных действиях новой власти, и просто военные, лояльные новой власти. И среди них были, конечно же, торговцы. То есть постепенно, вот с этого момента и начинается вот это постепенно вот это вот
формирования класса или сословия торгующих татар. Вот смотрите, на протяжении 17 века, и это вот особенно ярко вот в этих двух указах 1672-77 года, чувствуется, что русская власть, русская официальная государство поддерживает торгующих татар. И тарханы — это особая категория, которые пользовались особыми привилегиями. Ну, эта категория существовала, скажем, и в Золотой Орде, и в Казанском ханстве, и в русском государстве некоторые элементы вот этого тарханства, они существовали. И служилые татары получили право на беспошлинной торговли. Русское государство на протяжении 17 века, может быть, даже и не, скажем так, не ярко это все было выражено в каком-то одном законе или в каком-то указе. Вот татары торгуют и так далее. Но во многих законах, во многих указах эти моменты учитывались. И вот в этих, например, указах 70-х годов это было учтено. Вот. Подтверждение этому праву казанских слободских татар было и в 1685 году, когда царевичи Иван и Петр дали специальную грамоту казанскому воеводе Голицыну о беспрепятственной торговле казанских слободских татар. Причем здесь ведь такой получался юридический казус. Служилые татары вроде бы по закону не должны были торговать. То есть это вроде бы не совсем официально было. Но тем не менее, вот даже вот в этих указах все время это подчеркивалось, что жители татарской слободы и слободские татары, прежде всего, имеют право беспошлинной торговли. Дальше, и в 18 веке эта тенденция продолжалась, оформлялась в разное время в разных законодательных актах. Вот в 1736 году указ был о поддержке торгующих служилых татар. И, наконец, очень яркое свидетельство тому, что торговля татарского населения по Волжье и Приуралье поддерживается государством, официальной властью, это то, что в 1744 году под Оренбургом была создана Каргалинская Сиитова слобода. Знаменитая Каргалинская Сиитова слобода. По специальному указу Анны Иоанновны, после многих размышлений, после многих дискуссий, предложений самых разных со стороны местной власти, было принято решение, в общем-то, абсолютно беспрецедентное. 200 семей казанских слободских татар, но не только они были из пригородной татарской слободы, они были из некоторых и других регионов нашего края, наших небольших, скажем, современного Сабинского района и некоторых других. 200 семей татар получили разрешение переселиться под Оренбург и основать там торговую татарскую слободу. И она получила название Сиитова или Каргалинска по названию реки Каргала или по имени Сиита Хаялина, который являлся как бы зачинщиком, одним из организаторов этой самой слободы. И тогда переселилось туда, поначалу не 200 семей, но 173 семьи, потом потихоньку, может быть даже не совсем потихоньку, численность населения этой слободы росло, я об этом еще чуть подробнее ниже скажу, более подробно о Каргалинской слободе и ее роли в восточной торговле. Так вот, это, можно сказать, такой большой, показательный и даже переломный момент в развитии восточной торговли России в целом. Создается Оренбургская крепость сначала в 1935 году, в 1944 году, уже буквально через 9 лет, под Оренбургом возникает слобода торгующих татар, для которых основная цель — организовать торговые связи русского государства со странами Востока, прежде всего со Средней Азией. Далее, уже в 1751 году создается, после, опять-таки, очень драматичных событий, создается в Казани еще одна татарская слобода, которая получает название Ново-Татарская слобода. Вы тоже прекрасно знаете, проживающие в Казани, конечно, это все точно знают, где она находилась, где она сейчас находится. Ново-Татарская, Йома-Бестя, она возникает, опять-таки, в продолжении вот этой самой протекционистской политики поддержки государством торговли служилых татар, торговли слободских татар, которые должны были активно поддерживать прежде всего устремления России в восточном направлении. В 1763 году происходят два любопытных очень события. Это указ о запрещении впускать азиатцев, в кавычках, во внутреннюю область России для ведения торговли. Смотрите, государство не очень поддерживало приезд восточных купцов в центральные районы России. Это было опять-таки сделано прежде всего для поддержки собственного купечества, собственных кадров, можно так сказать, понимаете? То есть фактически эта функция передавалась опять-таки татарским купцам, потому что именно они осуществляли в первую очередь связь
с Центральной Азией, со среднеазиатскими государствами. И в то же время в 1763 году в Казани происходит очень серьезный конфликт между жителями татарских слобод и русскими купцами. Это был конфликт почти вооруженный, потому что русские купцы, опираясь на закон, слободские татары считались, по закону официально считались крестьянами. Понимаете? И после этого русские купцы, так сказать, на букву закона опираясь, они буквально захватили несколько десятков торговых лавок и складов татарских купцов в Гостином дворе в Казани и обратились к власти, губернским властям и официально в Сенат, что татары имеют статус крестьян, крестьянам торговать запрещено в этом государстве, и поэтому они неправильно торгуют. И представьте себе, государство и местная власть, и центральная власть поддержали татар, и наоборот не поддержали русских купцов, и даже ввели специальные солдатские команды на территорию Гостиного двора, чтобы защищать лавки татарских купцов. И было специально в этом указе подчеркнуто, что татары, которые проживают в пригородных слободах, имеют беспрепятственное право торговли. Они имели иногда статусы, и даже в законах они упоминались, торгующие татары или татары, слободские татары, имеющие право торговли. Понимаете? То есть они формально вроде бы крестьяне, но имеют дополнительный статус и право ведения торговли. Ну и, наконец, 1782 год, поскольку мы говорим только о 18 веке, 19 век это новая история, новые страницы, там уже новые активности. В Казани в 1782 году создается Казанская татарская ратуша. То есть это орган самоуправления татар, который практически организовывал всю торговую активность жителей старой и новой татарских слобод. Это был коллегиальный орган, избираемый самими татарами и содержащийся за счет самих татар жителей этих двух слобод. Там был бургомистр, ратманы, и они через определенное время менялись, они получали, так сказать, официальный статус и получали, так сказать, официальные задания. И прежде всего, если мы говорим о торговле, поскольку это уже действительно орган управления торговыми, прежде всего, активностями. Так вот, это Казанская татарская ратуша, я здесь только два момента, две их функции ее упомяну. Она начала записывать татар в гильдейское купечество, то есть именно с конца 80-х годов татарские торговцы официально приравнены к русскому купечеству в Российской империи. Это очень показательный факт. Правда, в начале самых богатых купцов первой гильдии у татар не было, были купцы только второй, третьей гильдии, там 8, по-моему, семей, 30 семей, второй, третьей гильдии. И только в самом начале 19 века у татар появляются купцы первой гильдии. В гильдии записывали согласно объему капитала имеющегося. Первые гильдии купцы имели уже гораздо более широкие возможности для ведения торговли. У них уже был официальный юридический статус. Это были уже купцы, которые, скажем, это были уже не просто крестьяне, которые имели право торговли, это были уже официально защищенные законом члены единого купеческого сословия Российской империи. Это очень важный, очень показательный факт. И вторая функция, которая была возложена на ратушу, ратуша выдавала торговые паспорта, то, что мы сегодня называем лицензией. Вот. Торговый паспорт, я всю свою жизнь, когда сидел в архивах и занимался этой тематикой, хотел найти торговый паспорт. И почему-то в архивах торговых паспортов почти не отложилось, и мне довелось только парочку их увидеть. Но это очень любопытный документ. Поскольку в то время не было фотографий, то в торговом паспорте описывалась внешность человека. Представляете? Просто в паспорте так прописано, волосы такого цвета, глаза такого цвета, там какие-то особые приметы упоминались, никаких фотографий, естественно, нет. То есть, в принципе, конечно, можно было все это сфальсифицировать, но паспорт, прежде всего, это разрешение на ведение торговли внутри государства или для отправления за границу, для торговли с другими государствами. Так, это что касается этих общих моментов. Теперь давайте посмотрим на Сиитову слободу, которая была основана в 1744 году, только я несколько моментов только здесь выделил. Она была основана в 1744 году и очень быстро росла численность ее населения. Посмотрите, в 1744 году, в год основания, там числилось официально 996 душ мужского пола. В 1760 году, это еще 173, 200 дворов примерно было, да?
В 1760 году официально 300 дворов, ну там чуть-чуть я округлил, и 1158 душ мужского пола, чуть выросло. К концу века уже видим, цифры уже в 3 раза практически возрастает, и численность населения уже почти в 7-8 раз возрастает. Это показатель того, что экономически этот населенный пункт развивается. И это именно татары Каргалинской, Сиитовой и Слободы, они и являются главными инициаторами и главными активистами продвижения российской торговли, российского влияния в Средней Азии. Конечно же, самый первый караван был отправлен в 1749 году, там где-то сейчас я цифры уже не вспомню. Он был организован специально для того, чтобы отправиться в Бухару и дальше. Он добрался до Афганистана, до Кандагара и вернулся, судя по источникам, достаточно успешно организовав эту торговлю. И вот, значит, смотрите, я в свое время, вот, когда занимался в архиве, вот эти цифры оттуда взяты, результативность. Я только здесь показываю только те объемы торговых операций через Оренбург, которые проводили татарские купцы. Только вот я за несколько лет вам эти цифры привожу. Посмотрите, там цифры, конечно, они разнятся. Видите, в один год там 100 тысяч с чем-то рублей. Но проценты, что они показывают здесь? Проценты показывают, это доля торгового оборота России со странами Средней Азии в то время. В руках татарских торговцев 3/4 этой торговли, представляете? То есть татары фактически основные участники этой торговой деятельности России на восточном направлении. Это речь идет о Средней Азии, но, конечно же, татары проявляли активность и в других направлениях, конечно же, и другие государства интересовали их, но прежде всего все это проходило, в первую очередь, проходило через Среднюю Азию. Это только вот показательные цифры. Там объемы торговли дальше, к концу 18 века, многократно возрастают. Я просто те цифры привел, которые были у меня под рукой и которые демонстрируют объем тех торговых операций, которые татары проводили. И то место, которое они занимали в российской восточной торговле в конце 18 века. Какие направления, повторяю, я не такой большой специалист по слайдам, поэтому тут уж я все очень покрупнее. Это самый основной интерес. Дальше идет Афганистан, дальше идет северо-восточный Китай, это так называемый Восточный Туркестан, и, наконец, Индия и Иран. Конечно же, торговые операции проводились и через Астрахань, и через некоторые другие направления. Но все-таки для татар в восточной торговле самое приоритетное направление, самое любимое направление – это Бухара и Самарканд, то есть среднеазиатские рынки. И оттуда уже они в разные стороны могли направляться, и там же они могли встречаться со своими коллегами из других стран. То есть Бухара и Самарканд – самые приоритетные направления в проведении торговли и с другими странами в том числе. Так вот, почему все-таки, вот, можно сказать, в 18 веке татары становятся лидерами в восточной торговле России? Почему они занимают это место? А потому что у русского государства, у русских купцов такой традиции по-настоящему не сложилось. Раз. Второе. Для русских торговцев среднеазиатский рынок был экзотичным и незнакомым, и чужим. Незнание языка, другая вера, непонимание, незнание традиций. Это так сложилось. Здесь это не обвинительные, так скажем, слова. Понимаете, это просто так традиционно сложилось, что для русских купцов среднеазиатские рынки были слишком сложными для проникновения и для удачной, для результативной торговли. Причем, поскольку они не являлись мусульманами, они платили чуть не в 2 раза больше торговую пошлину. И это невыгодно. И, конечно, еще один момент, который тоже у нас не очень часто упоминается, это грабежи караванов. Путь из Оренбурга в Бухару занимал примерно 2 месяца. Караваны шли примерно 2 месяца. Проходили они через казахские земли. И прямо скажем, между нами говоря, для казахов это был клондайк. Потому что очень многие казахские предводители, племенные вожди просто занимались элементарным грабежом тех караванов, которые проходили через их территорию.
Поэтому с ними надо было договариваться, надо было уметь договориться. Поэтому не всегда это давалось даже татарским купцам. И татарские караваны тоже попадали в такие ситуации, когда их грабили, когда их просто, ну, фактически уничтожали. Причем это было сделано, очень часто делалось безжалостно. И поэтому так получалось, что русские купцы, которые были заинтересованы в среднеазиатской торговле, не только казанские купцы, а торговцы, русские купцы, например, из центральных регионов Российской империи, из Москвы, из других центральных городов, они очень часто для себя, как вариант, видели наем татарских купцов в качестве своих приказчиков. И со своими товарами отправляли караваны уже в сопровождении татарских приказчиков, которые на них работали. Вот еще одна функция, понимаете, то есть татары торгуют не только собственным товаром, но еще и торгуют товарами русских купцов. Тоже достаточно любопытный сюжет. Ну, конечно же, вы понимаете, что в те далекие времена, когда информации о других государствах не так много, это сейчас мы можем, сейчас вот включил телефон и где-нибудь какую-то видеокамеру где-нибудь в любом другом городе посмотреть, что там как происходит, где там как люди живут, как они одеваются, какая там сегодня погода. В те далекие времена, например, в русском государстве было очень мало информации о восточных странах. И поэтому практически очень часто любой купец, который, например, собирался ехать еще дальше, не просто в Бухару и Самарканд, а еще и дальше, это всегда было сопряжено с риском. Понятно, торговля предполагает риск, особенно в те далекие времена. И когда люди отправляются, имея товар, имея достаточно большой объем, например, каких-то товаров, отправляется в далекие восточные страны, это очень большая смелость, понимаете? То есть мы здесь должны подчеркнуть, что татарские торговцы в этом отношении были очень хладнокровными и смелыми. Направляясь в самые далекие края, про которых вообще ничего толком не знали, они, конечно, рисковали собственными товарами, иногда и собственными жизнями. И здесь мы должны подчеркнуть, что вот эта торговля, она как бы воспитывала этих людей. Она их меняла, она их формировала по-своему, понимаете? Вот, поэтому, когда мы говорим, например, об экзотических путешествиях татарских торговцев, например, в Индию, когда мы говорим об экзотических путешествиях татарских купцов, допустим, в Китай, то, конечно же, мы должны понимать, что эти люди шли, ну, как Колумб шел открывать Америку, почти так мы можем сравнить, понимаете? То есть люди, которые, ну, понимали очень хорошо, что они могли и не вернуться из этого путешествия рискованного, не только потерять товар, но и потерять свою собственную жизнь. И вот поэтому я сейчас несколько слов хочу сказать о двух замечательных наших купцах, путешественниках, которые как раз в XVIII веке, ну, можно сказать, пробивали дорогу для русского государства в восточном направлении. Это Исмаил Бекмухамедов, уроженец Каргалинской слободы. В 1751 году он отправился сначала из России в Бухару по торговым делам, а потом он получил как бы предписание, как он сам в своих записках потом писал, предписание от нашего царя отправиться дальше, в Индию. И вот представьте себе, это путешествие для него продлилось почти 30 лет. И в конце концов, когда он вернулся, или по дороге, он какие-то путевые свои записки, конечно, путевые записки составлял, они впоследствии были опубликованы, в рукописях расходились, они были достаточно известны в татарской среде. Так вот, Исмаил Бекмухамедов в сопровождении еще 4 татарских торговцев, среди которых купец Надыр Сафаров, отправляется вот по этому маршруту, который здесь указан: Оренбург, Ургенч, Бухара, Антхой и так далее, и так далее. Вот. И фактически потом это все было описано достаточно подробно. Это очень экзотическое описание, конечно, во многом наивное, во многом иногда создающее вопросы. К этому описанию можно очень много вопросов поставить, очень много неясностей в этом описании. Но в любом случае очень драматичное описание, которое было опубликовано, которое было исследовано нашими учеными. Оно состоит из 3 частей. Вначале он описывает свою поездку в Среднюю Азию, Афганистан, Иран, Ирак и Индию. Вот. Затем более подробно он описывает то, как он находился в Мекке и Медине, в святых местах. И, наконец, он почти 25 лет, оставшись практически без ничего, провел в Стамбуле. И только потом сумел вернуться на родину. Понимаете, 25 лет в Стамбуле он практически уже был нищий. Он все потерял. Но, тем не менее, он определенную функцию выполнил. То есть вот эти записки дают представление о том, как
какими путями торговцы доходили до Индии, что они там увидели, чему они там удивились. Очень много описаний различных народов, городов, в которых он побывал. В конце концов, вот в этом самом городе Сурат они стали жертвами пиратов. Сначала скончался один из его товарищей, там еще по дороге заболев, а во время нападения пиратов еще двое, одному оторвало голову во время обстрела пиратов, другому ядро попало в живот, он скончался, он остался только с одним своим товарищем, который впоследствии тоже скончался, так что Исмаил Бек-Мухаммедов в конце концов остался один. Вот это вот удивительная судьба, но тем не менее, вот этот человек впоследствии, он побывал в Мекке и Медине, описывал все те религиозные, значит, он там больше года прожил, дважды совершил хадж, и описывает, как святые места для паломников в то время, как они там были организованы, какие там были ритуалы, описывает самые какие-то экзотические вещи, которые он там видел. И, наконец, в конце концов, когда вернулся, повторяю, он описал это все в своем путешествии, которое у нас в исторической и литературной традиции называется Исмаиль Ага Саяхат Намесе. Достаточно популярное и широко известное в татарской среде описание. И второе, менее, значит, известное описание, которое оставил Губайдулла Амиров. Он был уроженцем деревни Стерлибашево, достаточно известной, которая сейчас находится в Башкортостане, и был впоследствии толмачом Оренбургской пограничной комиссии. Вот. Он после Пугачевского восстания оказался в приграничных районах, значит, России, попал в плен к казахам. Казахи его впоследствии отпустили, поскольку он был мусульманином, и он попал в Бухару, там он скитался, не знал, что делать, и потом в конце концов с торговым караваном отправился в Индию. Вот. И вот он там побывал уже в Индии, и в Индии он тоже очень много интересного описывает. И животных, и города, и торговые ряды, и какие-то обычаи. Изучил 4 языка за это время, он тоже достаточно долго там находился, 4 языка изучил. В конце концов, он сделал очень интересное для русского государственного наблюдения. Вот здесь я некоторые цитаты даже привел. Торговля России с Индией могла бы иметь, ну, цитата уже сама его, бесчисленные выгоды, которыми пользовались в основном только англичане. И потом, когда он вернулся, он в конце концов все-таки в 1806 году вернулся в Оренбург, он по поручению местных властей составил вот эту записку, которая называется «О индейском владении народе воном обитаемом». На русском языке она опубликована, тоже она потом была очень активно использована многими исследователями, используется, цитируется. И вот он обращает внимание, какие товары интересуют прежде всего покупателей в Индии. Это козьи, софьяны, тонкий холст, стальные, железные полированные изделия, люстры, хрусталь, часы, тонкие армячины в величайшем уважении в странах Востока, как он сам пишет, понимаете? То есть в России было что поставить на Восток. И, конечно же, очень любопытное описание, повторяю, этот источник он на русском языке, если записки Исмаила Мухаммедова не сделаны на татарском, то это на русском языке описание городов, быта жителей, каких там животных. Для него это, конечно, все было в новинку. Где он видел тигра, понимаете? В Индии увидел каких-то обезьян, каких-то странных там увидел и так далее. И все эти дворцовые, экзотические какие-то обычаи, которые он там все видел. Он побывал практически, он был в Калькутте, он был во многих городах, на многих территориях, был в Дели, довольно долго прожил в Дели. Вот. И в конце концов он рекомендовал, изучил всю эту возможности торговли с Индией, по его мнению, самая безопасная дорога из Оренбурга через Бухару и Герат до Калькутты через Афганистан. И, в общем, по его подсчетам это получилось 9240 верст. В общей сложности путешествие бы заняло 231 день. Там и были и другие маршруты, которые были, на его взгляд, менее безопасны. Когда мы говорим о торговле, то, конечно, мы должны с вами обратить внимание на ассортимент. Вот посмотрите, что это вот один из источников 1776 года, описание, в котором содержатся те товары, которые вывозились из России и которые ввозились в Россию с восточных стран. Прежде всего, опять-таки, через Бухару, и через Самарканд, и через Оренбург. Да? Посмотрите, в основном это, конечно, текстиль. Вот. Из России вывозили сукна разного вида, мыло, краска, юфть, это очень тонкая отделанная кожа, которая, кстати, тоже выделывалась на предприятиях татарских владельцев у нас здесь.
железо, сталь, тюленья кожа, зеркала, ружья, ножи, ножницы, иглы, галантерей. Самые разные вещи, которые были популярны в странах Востока. А из Бухары ввозились тоже, в принципе, тоже очень много ввозилось текстиля, одежды разного вида, блестящих каких-то одежд. Из Бухары чадры, кисеи, выбойки, фаты, бурметы, вязи. Некоторые термины мне даже не все понятны, но я уж тут расшифровывать их не стал. Из Индии тоже, опять-таки, вы видите сами полосатки, гладкие металли, золото, серебро, алмазы, яхонты, лалы, изумруды. Видите, драгоценности из Индии очень часто ввозились. Ковры, кстати, из других стран. Ароматы разные из Индии активно пользовались популярностью на рынке российском. Из Ирана парча, опять-таки, самые разные одежды, шелк, кушаки, платки и так далее, и так далее. Так, это я просто процитировал этот источник 1776 года. Конечно, в свое время, когда я занимался в архиве, ассортимент товаров был гораздо более широким, я там себе в свое время зафиксировал, там, чего там только не было. Понимаете, но в любом случае торговля шла достаточно активная. Вот это караванная торговля, и вот самые разные товары доставлялись из России на рынке Бухары, Самарканда. Там люди могли и сразу продать, или посредникам из других восточных стран все это отправлять. И в конце концов все это пользовалось достаточно большой популярностью. Вот скажем, когда мы здесь говорим о каких-то товарах, которые из России отправлялись, вот я здесь хочу подчеркнуть, что торговля очень активно способствует развитию промышленности в нашем регионе. Понимаете? То есть вот эти самые купцы, имея статус уже гильдейских купцов, очень часто создавали самые различные мануфактуры. Прежде всего текстильные, кумачные, вот у нас в регионе, это тоже очень любопытный сюжет для конца 18-го, начала 19 века. У нас было несколько десятков таких очень успешных кумачных мануфактур. У нас было очень немало кожевенных мануфактур. И здесь это опять-таки старая добрая традиция, которая идет со времен Волжской Болгарии. Здесь выделывалась очень качественная кожа, которая здесь названа юфть. Вот. Она вывозилась на азиатские рынки. Юфть — это тонкая, выделанная, очень качественная, мягкая кожа. Вот. И мы видим таким образом, что торговля, в том числе внешняя торговля, давала толчок для развития промышленности, для развития промышленного нашего края. И это тоже очень важно, на мой взгляд. То есть у татар вот эта такая особенность, она очень ярко прослеживается. Торговля, потом эти люди становятся промышленниками, хозяевами мануфактур. Потом дальше уже в 19 веке уже начинается уже капитал формироваться, там, уже фабриканты, заводчики, купцы, потомственные купцы и так далее, и так далее. То есть там картина уже будет еще более такой яркой становиться. В заключение, я уж очень многие сюжеты так только затронул, как для экзотики, да, торговля принесла в русский язык очень много новых терминов. Те слова, которые вот здесь я только часть какой-то привел, так еще и растения есть, и другие какие-то есть еще. Ну, скажем, базар, бакалея, барыш, барышник, лабаз, магарыч, товар, товарищ. Это все слова, которые пришли через торговлю в русский язык. Ну, естественно, и такие слова, как булат, жесть, это не тюркские слова, это и могут быть и персидские слова, они пришли в русский язык именно через торговлю со странами Востока. Уважаемые друзья, если бы, я повторяю, что каждый из этих сюжетов в принципе заслуживает особо отдельного разговора. Можно говорить о каждом из них подолгу, помногу, специально подготовившись. Я постарался для вас показать только самые важные направления, на мой взгляд. Вот. Здесь я не смог остановиться на многих сюжетах, на многих направлениях восточной торговли. Но, на мой взгляд, я постарался выделить самые-самые важные в этом вопросе. То есть, как татары участвовали в восточной торговле, какую они роль в ней сыграли и каких они добились результатов. И почему русское государство все-таки татарскую торговлю очень активно в 17-18 веках поддерживает.